Не каждый день в Сунжинской центральной больнице услышишь лезгинку и национальные ритмы, но сегодня особенный день. Здесь встречают почетных гостей, супергероев в белых халатах, которые каждый день борются с опасным врагом, как рак молочной железы. Мы только что были на аллее матери России. И надо сказать, что вы единственная республика, в которой памятник матери поставлен. Причем уже несколько лет эта аллея существует, и в нее внесли вклад представители 82 регионов России. То есть вы настолько активны, настолько смотрите вперед, что теперь с вас будут брать пример и все в других регионах. И действительно, этот памятник обязательно нужен, потому что мать, женщина – это главное добро, это главное достояние, главное золото нашей страны. Обсудить вопросы профилактической работы, проводимые общественными организациями Министерства в области женского здоровья, в Ингушетию приехали высокоспециализированные врачи, онкологи, маммологи и региональные руководители движения «Матери России» из всех субъектов Северного Кавказа. У нас Россия огромная, труднодоступные есть регионы, и не всегда люди могут приехать в стационар. Кстати, и не во всех стационарах есть еще и аппаратура, которая проверяет на предмет рака молочной железы, стационарная. Поэтому нам нужно решить проблему по насыщению этим оборудованием, как передвижным, так и стационарным. Второй вопрос очень серьезный – это вопрос кадров. Кадры должны постоянно обмениваться опытом работы, кадры должны постоянно учиться новому, получать это новое, то, что есть в мировой практике, для того, чтобы сегодня оказывать достойную помощь. Рак – одна из главных причин смертности во всем мире, и Россия тут не исключение. Участница всероссийского проекта Фатима Тамаева отмечает, женщины напрасно откладывают профилактический визит к врачу, ведь они должны думать в первую очередь о своем здоровье, чтобы иметь возможность родить и быть счастливой. Необходимо, конечно же, проводить научно-практические конференции для врачей. Необходимо мотивировать население наших женщин республики, чтобы они знали все подходы к диагностике этого заболевания для раннего выявления рака молочной железы. То есть борьба с самим заболеванием – это, конечно, просвещение наших женщин. Вот этим мы и занимаемся. Врачи советуют не пренебрегать профилактикой, не злоупотреблять вредными привычками и вести активный образ жизни. Но если болезни все же не удалось избежать, очень важно выявить ее на ранней стадии. Выступающие подчеркивают, по количеству жертв онкологию опережают лишь заболевания сердечно-сосудистой системы. Эта проблема, она уже давно. К ней подключились и общественные организации, и публичные люди. Вот эта проблема, она стала уже, наверное, в масштабах всей страны. Вот поэтому, учитывая, что такой действенной профилактики, к сожалению, при раке молочной железы нет. А все пациентки, которые выявляются с первой и второй стадии, они вообще имеют реальный шанс поправиться в 90% случаев. Вот поэтому раннее выявление является основным фактором в успехе лечения этих пациенток. Поэтому вот в рамках нашего диспансера, к сожалению, еще много пациентов выявляется первично с 3-4 стадии, что значительно ухудшает прогноз заболевания и лечения. При обнаружении раковой опухоли на ранних стадиях вероятность успешного лечения очень высока, утверждает и заведующий онкологическим отделением регионального диспансера. Сейчас на учете в республике больше 4000 онкологических больных, из них 600 болеют раком молочной железы. Каждый год учащаются случаи выявляемости как и первично, повторюсь, так и запущенных стадиях. Для этого что мы делаем? У нас и в республиканском онкодиспансере, и в других учреждениях Сунжинской, Назрановской республики имеются все необходимые условия для скрининга, для выставления диагноза, для обследования и определения тактики лечения. В рамках всероссийского проекта «Сохраним жизнь маме» также проходит масштабная профилактическая акция «Розовая ленточка». Это главный символ мероприятия. Женщины старше 30 при наличии показаний смогут пройти маммографическое обследование или записаться на такую процедуру в любое удобное для них время. Прием пациентов проводится в кабинете онкологов-маммологов, маммографическое исследование проходят все желающие женщины.
УЗИ и так далее. В общем, все исследования направлены на раннее выявление и профилактическое обследование именно в плане рака молочной железы. И подобного рода неоднократно вы были все свидетелями, они у нас проводились. Но вот такой вот масштабный форум, такая масштабная акция, конечно, она в нашем регионе стартует впервые, проводится впервые, и стартует она именно на базе нашей Сунжской районной поликлиники. Привлечь внимание людей к проблеме онкологии как одной из самых страшных болезней современности – основная цель проекта. Ведь только ранняя диагностика способна подарить шанс на здоровую и долгую жизнь. Ежегодно увеличивается число заболевших раком. Особая обеспокоенность вызывает заболеваемость молодых женщин. Так, за 10 лет, от 15 до 45 лет у женщин заболеваемость раком выросла на 65%. Это очень угрожающая, обеспокоящая тенденция, поэтому сейчас мы очень активно занимаемся скринингом, диспансеризацией и проверочными обследованиями. И достигнуты определенные позитивные результаты. В стране уже около 3000 маммографических кабинетов. Где-то 30% женщин от необходимого охвата уже приходят в маммографические кабинеты. До внедрения маммографии в России частота рака в первой и второй стадии выявлялась лишь в 13-16% случаев. Проблема онкологических заболеваний стала настолько актуальной, что получила общенациональное звучание. По данным Всемирной организации здравоохранения, более 10 миллионов женщин заболевают раком молочной железы ежегодно. Потому необходимо помнить, наше здоровье в наших собственных руках. Шарадат Кулухоева, Магомед Даскиев, Новости 24.